Ветераны войны, представители ряда общественных и политических организаций высказали свое недовольство решением главы государства восстановить в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Даже если он вообще отмечал бы этот праздник в другом конце города, а его подчиненные, непосредственные заместители, совершили бы такое, и тогда бы он нес ответственность, несовместимую с его работой. Я боюсь быть неточным в цитировании, но хочу сказать здесь, что такие косяки, которые имеют результатом противодействия интересам граждан Абхазии, не надо долго ждать, надо самим снимать с себя полномочия и уходить в отставку. И неважно, как вы работаете, эффективно, неэффективно, я не хочу занимать у вас время, но если хотите, приведу десятки примеров из современной истории, когда очень эффективные руководители уходили в отставку за единственный случай несоответствия своих действий интересам общества. Хочу подчеркнуть, всего общества в целом. Неважно, кого там избили, меня, вас, ветеранов, молодежь, и стариков, иностранцев, гастарбайтеров, неважно. В связи со сложившейся ситуацией, в свою очередь, Кан Кварчия заявил, что сегодня готовится заявление Высшего совета Айтгалара. В ущерб своей политической оппозиционной работы взял на себя ответственность, вернее я и все ребята, кто состоит в организации Айтгалара, еще раз подчеркиваю, в ущерб своей оппозиционной работы взял на себя ответственность и вынес инициативу. Не буду сейчас углубляться, все знаете, о чем речь шла. Где мы призывали не повторять больше насильственных свержений власти и так далее, и так далее. Там все по списку, дальше по списку. Я официально хочу заявить, что сегодня будет и наше заявление Высшего совета Айтгалара, что мы выходим с этого процесса, мы останавливаем свою инициативу. Еще вчера мы, лидеры всех оппозиционных движений, согласовали встречу с президентом, где мы собирались обсудить сложившуюся ситуацию. Более того, мы тоже не совсем идиоты, наверное. Какие-то мы варианты вчера собирались предложить ему. Наверняка всегда есть Соломоново решение, может оно не всегда правильное, но когда эти вещи могут спасти целый народ. Где-то мы собирались предложить, чтобы мы какой-то шаг назад сделали. Президент какой-то шаг назад сделал во имя стабильного существования всем в нашей стране. Чтобы не усугублять и так уже зашедшую в тупик все наши отношения, взаимоотношения, вернее. В 6 часов была у нас встреча запланирована. Эти люди, игнорируя нашу встречу и зная, для чего мы туда приходим, за 2 часа до нашей встречи он сделал свое назначение. Присутствовавший на встрече председатель Совета старейшин Очимчирского района Нугза Аркадзе обратился к парламентариям с просьбой решить вопрос отставки министра ВД. Дорогие депутаты, уважаемые, вас избрал народ, правильно? Не буду по округам говорить, народ избрал, а народ избит. Так вы чьи интересы должны защищать? Интересы народа или интересы тех, которые, используя свои служебные обязанности, значит, посмели избить эту представителей народа? Я не буду говорить, что ветеран, не ветеран, а что если не ветеран, он гражданин Абхазии, гражданин, пускай будет другой стороны, что его надо обязательно избивать. Если бы кого-то из нас взяли, скрутили бы нам руки и привели бы туда, сегодня никто об этом ничего не говорил бы. Возбудили бы уголовное дело, сказали, это преступление. А так сейчас отсюда тоже выйдем, мы приедем в свое село, людей, хотим, не хотим, даже без приглашения тоже люди будут собираться, все свое бросать, сюда приходят днями, ночами, вот здесь будут сидеть. Это нормально? Конечно, не нормально. Не делайте этого, не допускайте этого, решите этот вопрос. Свое мнение высказал ветеран войны Зураб Кокаем. Вот мы в свое время в войну, жизнь обесценивалась. Обесценивалась, она превращалась в ноль.
Потому что мы знали, что или сегодня, или завтра, там, или убьют, и все такое. Каждый воин, который здесь находился, это все прекрасно понимает. Я могу с ответственностью сказать, что вот сегодня, вот такой период, мы для себя, своей жизни, оценку свели для себя на 0. И вы должны обязательно понимать, все, которые это уже 20 раз сказали, которые это слышат, что просто так эти вопросы решаться не могут. Здесь должно быть и уважение, здесь должно быть и правовое, и абхазское, и все. Если этого не будет, эту проблему обязательно решится, потому что не может тоталитаризм победить вот ту страну, которую, с чем я считаю, что мы строим. Я считаю, что это тотальный режим. От этого мы уйдем обязательно. По мнению Адгура Ардзенба, этот конфликт нужно было решить с первого же дня. Вот что я увидел за этот период? Я увидел, что абхазское общество, наше с вами общество, наше государство настолько извратило понимание происходящего, настолько мы, я не хочу сказать слово «сгнили» внутри все, что, у меня опускаются руки, я вам скажу. Я увидел столько подстрекателей вот за этот период. Слушайте, где ситуация конфликтная произошла, с первого дня нужно говорить о примирении. С первого дня нужно говорить о том, чтобы люди помирились. Это граждане Абхазии, и там, и тут, это наши с вами граждане. Но что мы видим? Здесь появились политические вопросы. Здесь появились у кого-то фамильные вопросы. Здесь кто-то вспомнил, что там в 93-м году в одном окопе сидел, кто-то кого-то обидел. И вообще мне интересно, когда я слышу, вот вы же захотели, обращаясь к ветеранам, по закону, вот а сейчас почему вы там, слушай, а если бы они захотели там по шариату решать или по другим, есть правила, есть закон, есть, значит, что значит вы захотели, не захотели. А министр внутренних дел, кстати, извинился, спасибо ему за это. Это хорошо, что он извинился, он признал свою вину. Тут тонкий момент. Министр признал свою вину, степень своей ответственности. Вопрос уже сугубо президента. Сугубо президента. То есть президент министру, который осознал свою вину в противоправных действиях, вынес вот такое наказание. Строгий выговор. Ни у кого не должно быть иллюзий, что секрет вечности у кого-то в кармане. Жизнь, она очень быстро меняется. И власть, к сожалению, тоже очень часто в Абхазии меняется. То, что сегодня очевидно, завтра может быть совершенно по-другому. И вот из-за этого мы с вами не развиваемся, из-за этого мы с вами топчемся на месте, потому что мы все друг друга ненавидим и любую ситуацию используем для того, чтобы друг другу навредить по максимуму. И вот здесь депутаты сидящие, сегодня вот ветераны войны, представители села Дзюбжа попросили, чтобы мы тоже присутствовали, я пришел, и я тоже обращаюсь к вам. Дать оценку решению, в первую очередь, главы государства. Уже министр здесь отошел на второй план. Глава государства взял и принял вот такое решение. Я прошу вас дать оценку, и эта оценка, на мой взгляд, должна быть в первую очередь справедливой. Найти, за что зацепиться, пункт такой, подпункт такой всегда можно. Оправдать, объяснить, рассказать. Лично я считаю, что мы исчерпали все. Вот сегодня это последняя возможность какого-то такого общественно-политического диалога, обсуждения. Дальше лично я не вижу никаких возможностей объяснять людям, что давайте подождем еще один день, неделю, вот это институт и так далее. Лично я с себя ответственность снимаю, потому что я добровольно в этот вопрос зашел. Дальше вся мера ответственности будет персонально на главе государства. Вот он от этой ответственности пытался уйти, уехав в Москву, потом еще раз уехав, там целый ряд встреч, результат мы пока не видим, но ответственность
будет на нем. Радикальную позицию высказал ветеран войны Валерий Ман. В конечном итоге что же дальше? От того, что наш депутат высказывал свое мнение, он же не затрагивал личность президента, он говорил о насущных делах, о проблемах нашей Абхазии. Мы сегодня тонем от того, что мы не говорим правду, как Гарик Курамович. За инакомыслие, если можно бить, если можно затаптывать грязь, тогда что это за государство? Где мы вообще живем? Для чего тогда нам парламент нужен? Зачем нам депутаты? Зачем мы их выбираем? Нельзя было вопрос одного человека решить, чтобы не накалять вот так до того обстановку. Зачем за одного человека противопоставлять весь народ друг против друга, ветеранов друг против друга? И поэтому мы прислушиваемся еще старших, а есть еще младшие, которые в Адзубжах уже давно, как говорится, наготове. И поэтому пока нас еще придерживает. Но с сегодняшнего дня мы объявляем себя, как говорится, вне закона, раз нас государство не хочет. Председатель АРУА Тимур Гули отметил, что их организация снимает с себя ответственность за все дальнейшие события. Я тоже хотел бы, чтобы вы понимали, что за дальнейшие события я лично и организация АРУА ответственность нести просто не может. Поймите правильно. Если мы в течение месяца этим занимались, были вовлечены, конечно же, на нас лежала ответственность. Депутат Валерий Агарбов, в свою очередь, взял на себя ответственность дать политическую оценку происходящему. И Дима Адбар был наш коллега тоже. Он ушел именно с парламента на эту должность. И несмотря на наши политические разногласия, потому что он представлял в тот период оппозиционное движение, мы представляли там политическую власть, там представляли. Несмотря на наши всякие противоречия политические, мы всегда сохраняли человеческие, дружеские отношения. И этого парня тоже есть много очень хороших, позитивных моментов не только в парламенте, но и на посту министра внутренних дел. Я знаю, что и он сожалеет об этом, о происшедшем событии. И мы все, каждый, кто имел возможность, мы, правда, старались как-то урегулировать этот вопрос и найти какие-то точки соприкосновения, чтобы не развивалось дальше это событие. Конечно же, естественно, пожар легче всегда предупредить, чем его потушить. Но, к сожалению, видите, нас не хватило наших сил. И я скажу, потому что кто мог решить этот вопрос, раз мы его до сих пор не решили, а это на протяжении месяца происходило все, значит, наших сил недостаточно было. Действия с Генеральной прокуратурой, например, меня совершенно не удовлетворяют в тот период, как они провели это. И у меня много тоже осталось вопросов к вынесенным оценкам и действиям самой Генеральной прокуратуры. В какой-то части, они приняли решение, соответствующее закону, но не усмотреть признаки состава преступления в действиях, это было вообще, наверное, кощунство с точки зрения реализации права, это вообще был бы подрыв. Но в то же время есть политический нюанс, когда именно уже события, связанные уже с этим происшествием 30 сентября, я уверен, что там никакого политического события не было в тот период. Но что из этого вышло, это начало развиваться политическое событие. Первый признак – это действие прокуратуры, которая усмотрела признаки состава преступления, оказывается, уже в лице депутатов парламента. И с формулировкой внезапно возникшем преступном умысле. После того, как ветераны войны и представители общественных организаций озвучили свою позицию, они вышли из зала заседаний. Ветеранки это говорили уже все, мы вас внимательно выслушали. Мы тоже здесь не просто так сидим, я извиняюсь, что перебиваю. Астамура, дорогой мой, дай мне договорить, боюсь, дай мне договорить. Мы знаем ситуацию. Я тебя, во-первых, не просил меня перебивать, если я не знаю, что... Если я не знаю, что мне говорить, я тебя спрошу. Хорошо, в следующий раз. Я тебя никогда не перебиваю нигде, и будь добр. Мы знаем эту ситуацию, и на протяжении месяца о ней говорим. Еще не хватало, чтобы вы мне давали слово на то, чтобы мне свое мнение сказать. Ты меня перебиваешь. Ты меня перебиваешь. Мы услышали вас, мы услышали то, о чем вы просите. Дайте нам возможность заседать здесь, прийти к какому-то... Ты не перебивай, я выхожу, я заканчиваю. Одно и то же, ты что, я не понял, ты в какой момент, когда... Правильно, и что вы решили, Вара? Что решили, Вара? Что решили?
А что, не знаете, что решить надо было? Порешали вы, блядь. А что, вы решили, что ли? И почему не решил тогда? Ты же решил ее хорошо, поэтому... Да, решим, надо будет. Подожди. Я не понял, вас нет чего-то, Я сказал о том, что мы это слышали. Нет, я не говорю о том, что мы это уже слышали. Хватит, оставьте, дайте нам ситуацию. Не надо ее раскручивать, она без этого раскручивает. Нам приходить здесь говорить о том, что они больше нас переживают. И это нормально, я должен молчать сидеть. С уважением отношусь к каждому из них. С уважением дали возможность высказаться. По второму кругу зачем нам это говорить? Мы поняли настрой, мы поняли все. Дайте нам возможность посовещаться. Не я лично сюда приехал, когда прилетел я за это сюда. Меня здесь нет. И попросил вас, почему никто из вас никакой шаг к этому не сделал. Потому чтобы собрать здесь, постараться, что... Какая ситуация? Кто готов ситуацию? Я тебя спросил, дорогие журналисты, ты что-то сделал? Далее группа депутатов во главе со спикером парламента Валерием Кварчи отправилась к президенту для обсуждения сложившейся общественно-политической ситуации. Сария Кварацхеля, Раму Камки, Абхазское телевидение.